Ну, во-первых, я только что разобрала немножко все фотографии, видео, то, что мы с родителями нафоткали, и я поняла, что нет, вы этого не дождетесь прямо сейчас, скорее всего, это выложу там сверху, потому что это нереально много, и я не знаю, смогу ли я себя заставить, потому что сегодня на вечер уже появились планы, это значит, что у меня не так много времени, это значит, что я буду продолжать это делать, не знаю, или завтра, или, может, когда-нибудь еще потом, но я обещаю, что я это когда-нибудь сделаю. Дальше. Я сейчас просто хочу рассказать уже все, что у меня здесь есть, чтобы не утомлять вас на долгое время, потому что одно видео на 15 минут уже есть. Надеюсь, второе будет покороче. Записочки, подарки, да, за то, что мне передала мама, когда она приехала. Ребят, спасибо вам огромное, потому что у меня сейчас все записочки вот там вот лежат вместе, и книжечка вон здесь стоит, и открыточки. И да, кстати, мои любимые конфеты. Маш, спасибо. Ты знаешь, что я люблю. Ну и в целом, это все очень клево, и у меня, правда, столько воспоминаний. Я над очень многими письмами плакала. Кстати, Александра Юрьевна, спасибо вам огромное, потому что это письмо, которое я перечитала уже, наверное, раз 10, и я каждый раз плачу, когда его читаю. Что-то нереальное. Ну, в общем, переходим дальше, потому что про это можно долго говорить. Что хотела еще рассказать про Америку? Во-первых, меня что Кэтлин, что Лайя удивляет, что я не смотрела огромное количество фильмов, которые посмотрели, там, не знаю, как они считают все человечество. И поэтому буквально позавчера они все-таки устроили мне, так скажем, movie night. Мы смотрели Капитан Америка. Не скажу, что я в восторге от этого фильма, я бы даже сказала, он мне не понравился. Но, по крайней мере, я смогу сказать, что я посмотрела. А вообще, вот, кстати, насчет еще фильмов. Я даже где-то фоткала, нужно просто выложить фотки. У них здесь очень много, где на стоянках, в магазинах есть такие небольшие, как бы, кабинки, так скажем. Называется Red Box, она красного цвета. То есть ты туда приходишь, по сути, выбираешь фильм, тебе выдается диск, ну, в такой коробочке, расплачиваешься обязательно карточкой, то есть каждый день, сколько ты имеешь этот диск, у тебя за день снимается $1 с карточки. То есть ты потом его возвращаешь, то есть мы обычно берем такие диски на день, потому что у них же скачивать это нелегально, и, в принципе, если тебя поймают, у тебя будут проблемы. Поэтому очень многие этим пользуются, в том числе мы, то есть ты берешь на день, ты платишь только $1, у тебя есть этот диск. Это просто я к тому, что очень популярно. Дальше еще одна очень популярная книжка в Америке, по сути, детская книжка, но я все-таки одну себе купила. Это Where is Waldo? И как, кстати, потом оказалось, она популярна не только в Америке. Ну, вот девочка-испанка, она тоже про нее знает, потому что у них не тоже есть. Я ни разу этого не видела. То есть твоя задача сделать на этих сумасшедших картинках, на которых нереальное количество людей и что-то рассказывается. Ты должна найти вот этого вот как этого мальчика. Ну, по сути, эта книжка считается 5-й уровень, то есть она самая сложная. Ты должна найти его подружку. Они как бы все нарисованы. Вообще, не знаю, мне забавляет эта книжка. Я с собой заберу, потому что мне нравится. Что-то такое чисто американское. Далее. Калифорния, да, я наконец-то отправила все документы, и мне сейчас осталось купить билеты до Калифорнии, поэтому через 2 недели я еду в Калифорнию. Всего лишь на недельку, но этого достаточно. Я уже безумно этого жду, и все, я уже в предвкушении. Далее. Ну, кстати, хочу сказать, что да, я знаю, что результаты флекса уже стали известны, поэтому, ребят, я вас безумно поздравляю, за вас очень рада. Если у вас есть какие-то вопросы, я рада буду ответить и помочь. Тем более, если вы едете в штат Вашингтон. Я уверена, вам это очень понравится, потому что чисто для меня я безмерно рада, что я поучаствовала в программе Flex, что я прошла. Разве может быть иначе? Ну, опять же, на вопрос, о том, поправилась или нет. Да, я поправилась, и, впрочем, как и большинство студентов по обмену, я поражаюсь тем, кто вообще никак не набрал вес, потому что это что-то нереальное. Как бы даже вот общаемся с студентами по обмену, и я понимаю, что на фоне других я, в принципе, не сильно, так скажем, потолстела. Хотя мой брат надо мной издевался всю неделю, пока он был здесь. Будем надеяться, все еще вернется в свои нормы. Дальше у меня уже здесь заметочки идут. Часто воспоминания на английском. Да, очень часто, когда что-то происходило, даже, допустим, происходило что-то на русском языке, я не знаю, разговаривала в скайпе с мамой или что-то, какие-то воспоминания из России, они в моей голове очень часто уже идут на английском языке, то есть я вспоминаю, и мне кажется, что все диалоги были на английском. Хотя я потом понимаю, они не могли быть на английском, потому что это было, например, с мамой с моей. Почему-то я это помню на английском. И очень часто происходит наоборот, что я слышу, когда со мной разговаривают, то есть мы как-то раз
Это было несколько раз, но вот первый раз это было, когда мы на физкультуре были, то есть там девочка-американка, она говорит «let's go running». То есть она сказала по-английски, естественно, сказала по-английски, потому что на русский вообще не знает. Я услышала «пойдемте бегать». То есть я услышала правильный перевод, но я услышала по-русски. Я на нее уставилась круглыми глазами, говорю, ты знаешь, ты знаешь, как это сказать? Ты знаешь, что сказать. И как бы Ася тоже, она рядом была, она тоже такая на меня удивленно смотрит, что ты вообще о чем? И у меня несколько раз такое было, когда кто-то говорит, я слышу это по-русски, и причем четкий перевод, и не знаю, что такое, как это происходит, какой-то автоматический перевод. Ну, в общем, меня это сейчас напрягает. И далее, просто хотелось рассказать про наказание в школе. Я, наверное, про них ни разу не рассказывала. То есть здесь, если ты опоздала, тебе дают такой вот листочек, на котором написано tardy, то есть опоздание. Если у тебя их накапливается 6 или 7, по-моему, в семестр, тебе дается detention на 1 час. Если накапливается больше, там, или ты не приходишь на detention, тебе дается detention на 2 часа. Если еще больше, там еще какие-то наказания, вплоть до исключения из школы на несколько дней. То есть у них это считается за наказание, если тебя исключили из школы, там, допустим, на 1 день, бывает на 3 дня, бывает на неделю, бывает на больше. Вот. Ну, то же самое за прогулы, то есть тебе тоже дается такой листочек, у меня, кстати, я покажу вам его. То есть сначала тебе выдается вот такой листок, на котором написано там твое имя, фамилия, и обведено кружочком уроки, которые ты, например, не была на этом уроке. То есть тут можно обвести all day. И в течение 24 часов ты должна либо предъявить причину, почему ты у нас была. Если ты как бы ничего не предъявляешь, то, извините, тоже дается detention. Но это чисто к вопросу о наказаниях. Вот. Да, в общем-то, наверное, я на этом закончу. Да, у меня в комната еще больше, скажем, заросла всякими украшениями. Вот, кстати, вот посередине звезда, это самая, которую мне подарила сестра. Я даже могу ее включить. Та-дам! Там внутри лампочка, она очень классно горит. Ну, здесь что-то видно, конечно. Там дальше у меня идет зеркало, там всякие постеры. Ой. Давайте сделаем комнату комфортной. Вот, это мое зеркало, которое еще больше зарастет. Всем. Мне это не нравится, потому что я себя комфортно чувствую в комнате. Такой. Ну, наверное, на этом я и закончу. И приступлю все-таки к вкладыванию фотографий и видео из светлой вообще из жизни. Потому что очень давно ничего не выкладывала, ничего не рассказывала. Всем спасибо, до свидания. Всем спасибо за внимание и adios, amigos.